Проще говоря. На этой неделе из серьезных источников хочется отметить явно возросшую активность интернет-ресурсов нового состава Государственного совета. Свои страницы в социальных сетях добросовестно обновляют не только депутаты. Качественные онлайн-трансляции, заседания рабочих групп, комитетов и, собственно, самого Госсовета привлекают все больше зрителей. Это, конечно, не сериалы для широкой публики, но любой заинтересованный гражданин, журналист или эксперт может любоваться местом, которое раньше было не для дискуссий, буквально не слезая с дивана. Лично я со своего дивана обратил внимание на две такие дискуссии. Оговорюсь, что происходили они на фоне уже установленного, не очень приятного, но почти медицинского факта. Наш бюджет на 2021 год будет дефицитным. Тут и пандемия постаралась, но об этом мы уже говорили. Что это означает? Многие хорошие начинания могут остаться пока в планах. Ну или будут существенно урезаны. А министрам и главе придется каждый миллиард на дороги, школы и больницы упорно выбивать и высиживать в московских кабинетах. Такая работа. Ничего не поделаешь. Кстати, депутаты тоже не дремлют. Парламентская ассоциация Северо-Запада России поддержала предложение депутатов Государственного совета Коми о предоставлении из федерального бюджета кредитов. Они пойдут на частичное покрытие дефицита региональных бюджетов, либо нецелевой финансовой помощи. Наш депутат Степан Чураков убедил коллег-соседей в необходимости смягчить условия предоставления бюджетных кредитов пострадавшим регионам. Они дешевле банковских. Но действуют жесткие ограничения по размерам. Вот и предлагается на сегодня их смягчить. Иначе регионы окажутся в финансовой кабале банков. Так о чем спорили депутаты на сессии? Например, коммунист Олег Михайлов предложил внести изменения в бюджетный кодекс Российской Федерации. Он считает, что налог на добычу полезных ископаемых следует делить поровну между республикой и федерацией. Сегодня он полностью уходит в Москву. Сессия потратила почти час на объяснение коммунисту невозможности такого маневра. Легче отменить итоги приватизации и объявить национализацию всех средств производства. Последствия будут примерно того же масштаба. Не будет денег на армию, медицину и науку в масштабах страны. Да и баланс местных бюджетов тоже рухнет. Реально наши сельские районы налогов даже на лампочки не зарабатывают. Они живут полностью на дотациях. Полагаю, что Олег Михайлов и сам все прекрасно понимает. Но выступил, проявил ораторские способности и дал возможность показать себя другим депутатам. Так что мы теперь примерно представляем, кто на что способен в публичной дискуссии. И то хлеб. А вот другая депутатская инициатива прошла. Дело в том, что правительство России задумало на 2021 год свой интересный налоговый маневр. Предлагается отменить все льготы по налогу на добычу нефти, в том числе вязкой и сверхвязкой, и по экспортным пошлинам заодно. Федеральный бюджет, конечно, пополнится. Но простейшие расчеты показывают, что наша республика от такого маневрирования недополучит около 8 миллиардов рублей. У нас добывается именно вязкая и сверхвязкая нефть. Достаточно редкий случай для страны в целом. Ее добывать трудно и не так выгодно, как обычную. А недополучим мы налоги на прибыль, которые поступают именно в республиканский бюджет. Кроме того, возникает перспектива сокращения объемов добычи. А для шахтеров Яриги вообще вполне реальная возможность закрытия и так не слишком рентабельных шахт. В принципе, Москва обещала эти выпадающие доходы возместить. Но обещать не значит жениться. А дыра в бюджете уже образовалась. Итак, наш Госсовет попросил Совет Федерации и Госдуму одуматься хотя бы по части вязкой и сверхвязкой нефти. Странно, что фракция коммунистов проголосовала против. Наверное, из вредности. Теперь нашим лоббистам надо будет эту просьбу довести куда надо
и реализовать в виде поправок в федеральный закон. Задача хоть и сложная, но выполнимая. Если учесть, что продвигать ее будут представители партии власти. В качестве своеобразного итога дискуссии. Что мы видим? Пораженчество и апатию ко всему. Вот что дает такая политика, построенная на негативе. И это уже прослеживается в оценках всех возрастов и достатка. Вот о чем нужно думать. Но все бы ничего, только скажите, коллеги, вот такого рода самобичевание в стране, где 85 регионов, к чему приводит? Поедет ли сюда молодой специалист, именно к нам сюда? Будет ли сюда вкладываться крупный инвестор? Почему он должен выбрать комби? Зачем? Происходящее не будет нашим конкурентным преимуществом. Поэтому, коллеги, предлагаю ликвидировать монополию на огульное критиканство, только конструктив, с доводами и позитивный настрой. Хотим сделать республику привлекательной, нужно привлекать серьезные инвестиции, создавать новые предприятия, обустраивать регион, меняться самим. Проще говоря, лучше и не скажешь.